Здравствуйте! Сегодня мы в эфире экспертного клуба Республики Саха-Якутия. С вами журналист Олег Желнин. Сегодня вопрос у нас достаточно злободневный. Скоро начинается пожарный сезон. Больше говоря, лесные пожары в прошлом году нам доказали свое очень серьезное отношение к ним надо. И правительство республики принимает очень много мер, чтобы то, что произошло в прошлом году, не произошло уже в этом. Я предлагаю для начала нашего разговора предоставить слово Сергею Гавриловичу Сивцеву, главному лесничему Республики Саха-Якутия. Но перед тем, как он выступит, я хотел сказать, что уже выступал председатель комитета по жизнеобеспечению граждан Дмитрий Лепчиков. Он небольшие ремарки в своем прямом эфире нам рассказал. А теперь слово Сергею Гавриловичу Сивцеву, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Слышно, да? Ну, да, вот у нас по итогам прошлогоднего сезона, все мы помним прошлогодний сезон, и были вот, федеральным руководством и руководством нашей республики приняты тоже определенные меры по усилению наших вот лесопожарных формирований. Сегодня мы уже работаем в части увеличения численности в двукратном размере наших лесопожарных формирований республики. Да? У нас два лесопожарных формирования. Это якутская база авиационной охраны лесов, наша лесохрана, да, там, где парашютисты, десантники и наземная вот служба охраны лесов, это Якутлесресурс, государственное автономное учреждение. И получается, вот есть норматив, да, постановление правительства номер 1605 2019 года, и там по нормативу по Республике Саха-Якутия количество, численность составляет, минимальный показатель, это вот, допустим, по категории ПДПС, это парашютисты, десантники пожарной службы, 240 единиц, это минимальная, да, то есть, а верхняя планка, как бы там нет, ограничений нет. По лесным пожарным, это наземная служба охраны лесов, составляет минимальный порог 564. И сегодня, до 2021 года у нас лесопожарные формирования не доходили до этих нормативов. Сегодня этот пробел устранен, и сегодня мы уже достигли, скажем так, минимального значения. У нас, получается, в лесных пожарных будет в республике 564, и по ДПС у нас будет 555 человек. В том числе там 150 сезонных работников. То есть в итоге у нас начало пожароопасного сезона будет всего работников 1119 человек по лесопожарным формированиям. Но это двукратное увеличение. Это после увеличения финансирования, я правильно говорю, да? Увеличение финансирования мы в этом году, в конце прошлого года получили федеральное финансирование, плюс республики. Именно вот на зарплату, да, содержание и так далее, там, на экипировку этих сотрудников с федерального бюджета сегодня выделено 319 миллионов, почти 320 миллионов. И с республиканского бюджета 359 миллионов. Угу. Получается, общая сложность свыше 600 миллионов. Да, то есть, и в том числе там получается вот на обновление техники. И в прошлом году мы в рамках национального проекта «Экология», там региональный проект есть «Сохранение лесов», в рамках этого проекта было предусмотрено 213 федеральных средств, субвенций, и в рамках этих федеральных средств была закуплена тоже лесопожарная техника свыше 60 единиц. В этом году тоже, сумма значительная, в этом году чуть меньше, 16 миллионов, уже сейчас аукциона тоже процедура начинается.
будем закупать тоже пару, 5 единиц техники там дополнительно получается. Ну, цены растут, как вы знаете, поэтому тоже. И, ну, в принципе, лесопожарной техникой, ну, более-менее, как бы, скажем так, оснащение есть. Поэтому все равно, конечно, и в дальнейшем, и, кстати, в прошлом году еще и со стороны Минвостока развития тоже была поддержка. 149 миллионов для республики было выделено, и тоже там для закупки ну, тракторной техники, в основном, для работы в тушении лесных пожаров. Этот процесс идет, часть техники, уже половина техники уже была уже куплена. Сейчас вот остальная часть уже как бы, ну, идет процедура, должна уже к сезону прибыть оставшаяся часть техники. А вот Дмитрий Лепчиков говорил о самолете и о полярных авиалиниях. На сегодняшний день там работа, он сказал, ведется, и есть надежда, что у нас появится как бы свой самолет, который, или же оснащенное оборудование полярных авиалиний, который может вызывать осадки. Это так? Да, это так. Ага. В прошлом году были соответствующие поручения даны главой республики, и вот у полярных авиалиний на базе Ан-26 должен быть установлен вот, ну, соответствующая аппаратура, циклон называется, и она будет применяться для вызывания осадков. Но здесь надо как бы уточнить, вот в лесном кодексе есть, да, статья 53.4 «Тушение лесных пожаров», и вот два вида работ мы же, получается, исполняем переданные полномочия, да, в сфере лесных отношений, российские полномочия. Леса же у нас федеральная собственность. Мы, соответственно, республика исполняет эти переданные полномочия. И получается, вот искусственное вызывание осадков и взрывные работы в части тушения лесных пожаров – это полностью полномочия федерации. Они субъектам не передавались. Ну, самолет будет работать, ну, планируется, он будет работать в части там тушения, вот, ну, применяться в части тушения ландшафтных природных пожаров. Это полномочия субъектовые, да. Мы, получается, как Министерство экологии уполномочены тушить именно пожары на территории земель лесного фонда. Ну, как вы знаете, у нас земли делятся на земли лесного фонда, там, сельхозназначение и так далее, да. Ага, ну, нам доводится федеральная субвенция именно в части тушения лесных пожаров на землях вот, земель лесного фонда. Ну, это поэтому как бы пошло по линии госком обеспечения республики оборудование этого самолета. А вы не подскажете нам, вот глава республики вот обратил на что-то очень сильное внимание, хотелось бы узнать, что он имел в виду в части вот тех вещей, которые там проговаривались. Ну, грубо скажем, чем он был недоволен, наверное, что-то есть, какие-то отставания или что, не подскажете нам? Ну вот мы сегодня имеем, ну, как сказать, в прошлом году в рамках поручения президента страны было дополнительно выделено 8 миллиардов 200 миллионов, да, на мероприятия по охране лесов от пожаров. Ну, это в целом по стране получается. Из них Республика Саха-Якутия получила 1 миллиард 619 миллионов. Это мероприятия по охране лесов от пожаров. Ну, целевые средства, как бы они уже обозначены. Они раньше как бы доводились общим, как бы, да, получается. А сейчас они с этого года, ну, отдельно целевые средства. То есть мы их используем только на мероприятия вот по охране лесов от пожаров. И на тушение сегодня мы имеем 418 миллионов, на наземное патрулирование 38 миллионов и авиационный мониторинг чуть больше 700 миллионов. Ну, при этом у нас есть, ну, из этих средств, ну, перераспределение на увеличение численности, вот опять же, нашим вот, лесным пожарным за счет федеральных средств предусмотрели, это все согласовано с Федеральным агентством лесного хозяйства. И там же сидит увеличение численности работников ПДПС, тоже вот ранее, как говорил, 184 единицы на сумму 186 миллионов.
Спасибо, Сергей Гаврилович. Я хотел бы передать слово Сахамину Афанасию Милановичу, депутату Государственной Думы Республики Саха-Якутия, Госсобрания Ултумен. И, кстати, он является председателем комиссии, я вот правильно не скажу, как она называется, экологии и природопользования. Хотелось бы услышать вас, Сахамин Миланович. Афанасий я совсем... Добрый вечер, эксперты, участники совещания. Во-первых, хочу поблагодарить, что вот в преддверии пожароопасного сезона подняли очень актуальную тему. В прошлом году, когда экспертный клуб заседал, было привлечено очень много внимания, да, и это, конечно, в целом помогло стабилизации обстановки, правильному объективному освещению и, конечно, имеет практическую помощь. А вот то, что объемы финансирования, которые республика в этом году получает, вот итоги, практические итоги прошлогодней работы, когда информационное общество смогло сконсолидироваться и выработать единую информационную политику. В этом нужна будет поддержка и в этом пожароопасном сезоне. Сезон будет непростой, это понятно, да, этому способствует наличие большого лесного фонда в республике Саха-Якутия, это 254 миллиона га. Это огромная территория. Высокий класс пожарной опасности – это основной фактор, который способствует лесным пожарам. Ну, конечно, человеческий фактор имеется, но класс пожарной опасности – это отсутствие осадков, высокая наружная температура, ветровая нагрузка – это объективные природно-климатические показатели. Они рассчитываются специальными службами, Росгидрометом, и при повышении класса пожарной опасности 4 и 5 пожара не происходит, потому что появляется основа для пожаров. Как решить вопрос уменьшения вреда, ущерба в 2022 году? Правительством Российской Федерации и Республики Саха-Якутия действительно проводится очень серьезная подготовительная работа. Сегодня мы проводили комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии Госсобрания Ултумен, где провели бюджетную поправку по увеличению финансирования лесного хозяйства Республики Саха-Якутия. А это и федеральная сумма, и республиканская сумма. Нельзя говорить о том, что финансирования в этом году мало. Помните, в прошлом году глава республики ставил вопрос о том, что финансируют нас в 6 рублей 10 копеек за 1 гектар эксплуатационных лесов. В этом году этот показатель станет чуть лучше и выше. И проводится очень серьезная работа по увеличению штатной численности лесопожарных формирований. Это и авиалесохраны, и Якутлесресурсы. Это позитивные вещи, да, которые помогут оперативно реагировать на пожары. Но проблема, она в другом кроется, уважаемые эксперты, специалисты. А вот бюджетное финансирование, которое республика получала и будет получать, хватает, чтобы обслуживать лесные пожары всего на площади 15% лесного фонда республики. Это порядка 38 миллионов га. 216 миллионов га Государственного лесного фонда Российской Федерации по республике Саха-Якутия практически остается в зонах контроля. Зона обслуживания, где вот работает лесничество, где работает Якутлесресурс, это наземная служба, где работает авиасохрана, где идет доставка десантников воздушным транспортом, они всего-навсего обслуживают, как я говорил, 38 миллионов га. И где они работают, коллеги, надо признать, что ситуация находится под контролем, пожары они обслуживают и тушат. А прошлогодний сезон показал, что на наличие трудностей лесопожарное формирование республики провели совместно с мобилизованными и добровольцами очень большой фронт работ.
Вот этой системы, если бы не было бы, да, то были бы большие проблемы для народных хозяйств. Благодаря вот наличию все-таки системы удается обслуживать. Но проблема в другом, надо это признавать. Очень большая площадь, которая находится в зонах контроля. И все термоточки, которые возникают в зонах контроля, это вот, допустим, Амгинский либо Татинский УЛУС. Вот левый берег обслуживается, да, тушат пожары, да, лесопожарные формирования. А на том берегу, правый берег реки Амга, так называемая зона контроля. Вот там не тушится. И вот термоточки, которые возникают в зонах контроля, они приносят много проблем. А их много, вот грозовые разряды показывают, анализ грозовых разрядов, они в июле месяце, августе месяце увеличиваются, и прирост площадей лесных пожаров идет именно в зонах контроля, коллеги. Не в зонах обслуживания, где работает лесопожарная система, где работают наши коллеги, да, а в зонах контроля. И когда вот говорят, что Якутия горит и больше всех дает прирост площадей, ну 8% пройдена огнем площадь, да, но опять это надо соотносить к 254 миллионам га. Коллеги, не надо вот здесь лукавить, да, и надо брать всегда соотношение земель Гослесфонда в регионах. Поэтому вот зоны контроля, они приносят наибольшую проблему, так как лесопожарные формирования там работы не проводят, и за счет вот целевой федеральной субвенции им затраты не проплачиваются. В сводках по пожарам можете видеть, эти зоны, эти термоточки все фиксируются. Здесь надо отдавать диспетчерской, авиалесохранной, республиканской, все фиксируются, и СДМ их тоже показывает. Но они обозначаются литером К. К – это зона контроля. То есть эти зоны, они не тушатся. Их будут тушить, когда огонь подходит 10 километров к населенному пункту, либо объектам экономики, которые находятся в тайге. В связи с чем правительству Республики Саха-Якутия, вообще вот обществу лесников, нам надо проводить работу по увеличению, совместно с Рослесхозом и МПР, по увеличению зон обслуживания. 15%, которые мы обслуживаем, имея вот наличие бюджетных средства, это мизер. Это даже не половина лесного фонда, даже не 1/3, коллеги. Поэтому поэтапно надо увеличивать зоны обслуживания, особенно лесного фонда, так называемая зона контроля, в которых находятся населенные пункты. И зона обслуживания хотя бы должна быть увеличена до 30%, 1/3 земель Гослесфонда. Это во-первых, да. Во-вторых, вот сезоны, в которых лично я отрабатывал, показывают существенную проблему по авиационной технике. Это базировка и применение воздушных судов типа Ми-8 МТВ. В прошлом году, помните, самый пик у нас в один день работало по 14 воздушных судов. Это различных модификаций, это и Б-200, Ил-76 Минобороны и Ми-8. Но самые работяги это Ми-8. Они перемещают десантников, работают по кромкам, доставляют бутер, ГСМ и так далее. И вот увеличение группировки, базирование вертолетов, это самые главные труженики на пожарах, позволяет оперативно управлять всем этим процессом. А вообще в идеале в прошлом году, помните, говорили, должен появиться лесопожарный центр Республики Саха-Якутия, единый, на базе авиалесохраны, который создали в Красноярском крае. В Красноярском крае, когда создавали, на начало было профинансировано порядка 5 миллиардов, ну потом увеличили, по-моему, до 10. И после создания вот единого лесопожарного центра последние годы Красноярск как бы исчез с ленты. Да? О Красноярском крае не говорят. То есть лесопожарный единый центр, он все-таки помогает вот, эффективно бороться с пожарами. И единый лесопожарный центр Республики Саха-Якутия на базе авиалесохраны, он должен появиться.
потому что очень много межведомственного взаимодействия. За иные земли, земли поселений отвечают главы поселений, за ландшафтные пожары отвечает Госком ОБЖ с МЧС, когда они начинают угрожать поселкам, линиям электропередач. Собственники начинают заниматься, арендаторы. Вот как говорил Сергей Гаврилович, функционал лесной охраны Министерства экологии охранять на выделенные целевые федеральные субвенции Гослесфонд. Они не тушат ландшафтные пожары, они не тушат природные там возле населенных пунктов пожары. Их задача-то целевая защитить лес. А когда будет вот единый лесопожарный центр, который будет отвечать и за тушение ландшафтных пожаров, природных пожаров, охранять леса, то задача будет чуть проще. Что бы еще хотелось отметить? Вот правильно подметил Олег и Сергей Гаврилович, самолеты-зондировщики на базе Ан-24, Ан-26, они нужны. 2 сезона мы на них отлетали, и они действительно, если есть ресурсная облачность, здорово помогают, и все эти ресурсы облачность выпадает. Притом жаловались даже сенокосчики, у которых пострадало сено, да, качество сена. Поэтому в районах, где прогнозы такие серьезные, да, зондировщики надо применять с июня месяца, с мая, с июня месяца. Не в июле-августе, когда мы уже в конце вот применяем, а в начале. Вот, взрывные работы, лапша вот так называемая, да, она очень эффективна. Это не то, что вот наши бойцы, десантники, либо авиалесохрана лопатами проходят, да, минполосы. Шнуром за один рабочий день могут прокладывать многокилометровые минполосы. Поэтому надо ставить вопрос, чтобы полномочия по применению, по госзаданию за счет федерального бюджета, чтобы применяли взрывные вещества, ну, эти шнуры, наши работники, Якутлесресурс и авиалесохраны, лесничие. Если их обучить пользованию, то они спокойно могут применять. Не обязательно выписывать федеральный ПДПС, чтобы применяли этот шнур. Так, что бы еще хотелось отметить? Ну, основные моменты отметил. Сейчас коллеги-специалисты тоже будут выступать. Вот. Ну, спасибо большое за внимание. Сахамин Миланович, а можно задать вопрос, да? Как вы оцениваете, вот с вашего опыта, да, насколько на сегодня приняты меры со стороны правительства республики, со стороны Российской Федерации? Это лучше, чем было? Стало лучше, чем было, но меры, которые приняты, они имеют ограниченное свойство, да, и конкретное направление. Меры, которые приняты, они будут действовать, я же сказал, вот в пределах 15% государственных ресурсов Республики Саха-Якутия. Вот 2 миллиарда, которые есть, ну, 1 600 000 000, по-моему, они будут применяться, чтобы сохранить и потушить лесные пожары на площади 38 миллионов га. А 216 миллионов га, так называемые зоны контроля, они находятся без обслуживания. Я же говорил, проблемы приносят они. Не леса, где работает вот система лесопожарная, а именно зоны контроля. На них идет прирост площадей лесного фонда. Это преимущественно севера, труднодоступные участки, где нет дорог, где нет населенных пунктов. И когда речь идет о повышении вот, площадей, надо всегда разделять по всей площади обслуживаемой. Вот там как раз работа идет, там останавливать. А если площадь зоны контроля, где вообще не проводится тушение, а эти площади растут, то об этом надо говорить тоже открыто. Горные намские улусы не входят, да, в эти 38 миллионов года? А что, Игорь?
Горные Инамские улусы не входят в 38 миллионов гамма. Олег, я понял. Я попрошу вот наших коллег Сергея Гавриловича, да, и Леонова Владимира Сергеевича довести до вас сведения, вот карту, да, карту-схему, где есть зона обслуживания. Они четко показаны, да, они зависят от наличия дорог, от наличия аэродромов и от расстояния полетов воздушных судов. И на карте лесного фонда они полностью отражены. И вы даже на примере Намского улуса увидите, что в Намском улусе не весь лесной фонд обслуживается. Хотя Намский улус вот под боком находится, да? Самый ближайший район и транспортная доступность есть. Но в нем даже есть зоны контроля. Это касается каждого района. Поэтому надо говорить открыто, что имея зону контроля, они отслеживаются только путем космического мониторинга. Проблемы из года в год будут повторяться. Надо уменьшать зону контроля. Спасибо. Я хотел бы предоставить слово Джигустану Хону, как бы Якутлесресурс, правильно я говорю, да? Хотелось бы все-таки нам немного обозначить, как там дела, потому что Сахань Миланович так подробно рассказал. Может быть, у вас есть определенные тоже опасения? Добрый день, коллеги. Добрый вечер. На сегодняшний день у нас подготовка идет полным ходом. С 1 марта мы должны набрать 371 человек новых работников. Это помимо тех, которые у нас существуют, 193 считает, да, в районах республики. Вот сейчас они готовятся, проходят медкомиссию. Значит, после марта мы будем проводить уже обучение целевое для данных специалистов. Вот. Ну и в сравнении с прошлым годом, конечно же, вот помимо того, что у нас численность добавилась, и финансирование, конечно же, на порядок больше, чем в прошлом году. Это по тушению лесных пожаров, по мониторингу, наземному патрулированию и так далее. Но Сахамин Миланович прав, это рассчитано чисто на ту охраняемую зону, да, которая вот на сегодняшний день существует. Ведь эти расчеты не входят в так называемые зоны контроля. Вот. Это одно. Но при этом мы ежегодно в зонах контроля тушим лесные пожары, которые угрожают и объектам экономики, населенным пунктам. Это по-разному бывает, разные годы. До 40-60 пожаров мы в зоне контроля тушим. Вот. Но я хотел бы вот остановиться на системе финансирования тушения лесных пожаров, да, пояснить немножко, что вот они же финансирование поступают к нам в виде субвенций, да, при этом работники авиалесохраны федеральные, да, когда прилетают к нам на территорию тушить лесные пожары, для них это как внебюджетная деятельность. Для сравнения можно сказать, да, вот если наш работник стоит за час, там, грубо говоря, там, утрированно 1000 рублей, то федеральный работник будет стоить 5 или 6 раз дороже. Вот эту систему надо как-то нам переломить. Они очень дорого нам обходятся. И работники с других регионов, да, и ФБУ авиалесохрана. То есть здесь должен быть порядок, наверное, одинаковый, расценки для всех одинаковые. Вот. И у нас из-за этого вот происходит большая кредиторская задолженность. То есть вот десантники были с других регионов, они, извините, конечно, за вопрос, они дороже, чем наши местные. Абсолютно верно. С 19 регионов у нас приезжали, порядка почти 900 человек работало с других регионов, и они на порядок в 2, может быть, даже в разы больше, чем обходятся, чем наши работники. Того же авиалесохраны республиканской или даже
А про нас вообще я промолчу, потому что мы вообще за час работы вообще у нас расценки вообще смешные. Вот. Вот с этой точки зрения здесь на федеральном уровне вот эту систему надо, я думаю, что пересмотреть. Рустам Да. Иванович, можно вопрос? А вот мне интересно, вот сейчас Сергей Гаврилович сказал, что увеличили субвенции, там 700 на авиационный мониторинг. Я знаю, что это только на мониторинг, да? Ну, на наземный мониторинг там 38. Правильно я говорю, Сергей Гаврилович? Да. А на само тушение лесных пожаров из этих денег услышала такую сумму 418 миллионов рублей. Мгм. Мониторинг, я человек, знающий эту систему, знаю, что деньги все целевые. Например, с мониторинга не возьмешь деньги на тушение. Правильно? Мгм. И из года в год слаживается такая ситуация, когда вот вы правильно говорите, у вас изначально есть заложенная одна сумма на тушение лесных пожаров, потом начинается привлечение в начале вот федеральных сил, потом, значит, в соответствии планов тушения и привлечения, значит, сторонних сил, населения, нынче еще и добровольцев, да, привлечение техники. И вот если 418 нам говорят с трибун, что предусмотрено на тушение лесных пожаров, да, сколько же вы в прошлом году потратили на тушение лесных пожаров? Вот этот первый вопрос, вот меня вызывает опасения, я знаю, что там миллиардные суммы, и эти деньги все дополнительно давались за счет резерва Рослесхоза и резервного фонда там, правительства Российской Федерации. Да. И вот в связи вот с этими событиями, которые происходят вчера-сегодня, я так думаю, что в этом году рассчитывать на выделение денег из резервных фондов дополнительно, я думаю, будет очень затруднительно, потому что наши истории были, даже вот в годы нашей работы, были такие ситуации, когда мы производили кредиторскую задолженность, так называемую, на тушение лесных пожаров огромными суммами, и к концу года она иногда и не решалась. Это хорошо, что она в прошлом году решилась, и все долги перед всеми были погашены, да, скажем так. Вот сколько в прошлом году было, и сколько в этом году 418, мы уже услышали, да? И что будем делать, вот как эту разницу закрывать, вот это меня, например, это я потом отдельно выступлю, еще другие моменты есть, которые меня вызывают опасения. Просто у вас хочу узнать сумму для нас. Вот мы, например, и того, сколько же получилось в прошлом году на все тушение лесных пожаров, на все тушение лесных пожаров. А нынче 418. Я отвечу, да. Ну, вот правильно, да. Без мониторинга. Без мониторинга. Да, это отдельные средства. И получается, в прошлом году у нас в начале года было доведено чуть больше 100 миллионов, 104 миллиона, по-моему, если не ошибаюсь, именно на тушение лесных пожаров, да. А в этом году вот 418, ну, 4 раза больше. Но при этом мы уже в начале июня, уже в прошлом году были уже с кредиторской задолженностью. И общая сумма затрат именно в части тушения лесных пожаров без мониторингов составила свыше 2 миллиардов. Вот, 2 миллиарда. Да, то есть получается, что эти 400 миллионов – это 20-я часть возможных затрат. Да, конечно, если сезон, допустим, как прошлогодний начнется, вот эти 400 миллионов, они могут… Хватит на 2 месяца, скажем. Ну, грубо говоря, так. И у нас уже потом мы в октябре в прошлом году заявились на кредиторку 1 049 000 000, помните, да, на тушение. И вот благодаря все-таки добились в конце года, в конце декабря, там 25-26 октября там вышло постановление правительства Российской Федерации о выделении с резервного фонда этих средств. Ну, при этом мы еще летом из нераспределенного фонда Рослесхоза 250 миллионов тоже было дополнительно выделено на тушение лесных пожаров. Но в итоге там все равно у нас общая сумма затрат составила свыше 2 миллиардов. Это только по тушению, не считая там мониторинг, там чуть больше, там тоже 100 миллионов. Можно задам вопрос, Рустам? Вот как вы оцениваете работу
добровольцев, понимаете, я выскажу сразу свое мнение, да, как бы хорошие люди, прекрасные люди, но все-таки их надо обучать и готовить. И вот здесь какие меры на этот год предусмотрены или как это будет происходить? Потому что добровольцы, ну, в моем понимании, это добровольцы. А мобилизованные – это мобилизованные. И при этом за их жизнь, я так понимаю, приходится отвечать руководителям пожаров. И вот как вы сейчас оцениваете эту ситуацию? Да, абсолютно верно. Прошлый год, да, конечно же, нам добровольцы очень помогли, в основном на окарауливании пожаров, да, потому что территории очень большие были, огромные. После того, как мы все мероприятия проведем, там отжиг и так далее, это все надо окарауливать. У нас сил и средств своих личных не хватало, нам надо дальше двигаться, и мы, соответственно, по кромкам пожаров оставляли вот так называемых добровольцев, мобилизованных и так далее. Вот. В этом плане они нам, конечно же, помогли очень сильно. Мы их на открытый огонь, конечно же, не отправляли, это факт. Но я считаю, сам лично считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Благодаря тому, что у нас вот численность добавилась, я думаю, что постараемся своими силами это все проводить, все работы, за малым исключением, где наших сил вообще нету, да? Ну, те же зоны контроля, где все-таки населенные пункты есть, это север полностью, где местное население всегда работало безоговорочно, без никаких проблем. Вот. А вот что касается добровольцев, буквально на эти выходные, прошедшие выходные совещания проводил Сергей Гаврилович как раз, да, с ними. И есть договоренность, что они своими силами должны обучить этих людей, найти более подготовленных людей, ну, в физическом плане, да, и экипировать их, оборудовать и так далее. Ну, и количество их будет намного меньше, конечно, наверное, но они будут постоянными и подготовленными. В прошлом году у нас проблема еще одна была, что мы их туда-сюда перевозили, ну, транспортно, да. Вот один человек приехал, там как команда, да, какая-то там 5-6 человек, они день отработали и захотели домой. Вот, представляете, что день там поработать? А мы им ставим вопрос, чтобы как минимум там неделю-две недели надо работать. Вот такие вот постановочные вопросы поставили. Посмотрим, смогут они это сделать, осуществить, сорганизоваться и так далее. Вот. Но они уже не будут добровольцами, они будут уже мобилизованы. Они будут за это деньги как бы просить, требовать, ну, практически, да. Вот. В прошлом году у нас на тушение лесных пожаров отработало больше 17,5 тысяч человек местного населения. Это очень огромное как бы, количество людей. Для сравнения, позапрошлые годы и до этого не более 5-4 тысяч человек работал. В разы увеличилось количество людей. Поэтому в этом плане нам, ну, как бы разрабатывается порядок Министерства экологии и природопользования лесного хозяйства, где вот эти моменты все должны быть прописаны. Когда их призывать, так сказать, да, на тушение лесных пожаров, в каких случаях, в режиме ЧС или там без режима ЧС и так далее. Ну и сейчас недавно вот прошла проверка Рослесхоза именно по прошлогодним пожарам, где есть замечания со стороны Рослесхоза, которые нам еще надо продумать с точки зрения вот привлечения на тушение лесных пожаров третьих лиц. Тоже на уровне министерства это вопрос прорабатывается. Спасибо, спасибо. Да. Можно я передам? С точки зрения вот этого затрат, да, мы в прошлом году почти 900 миллионов через нас прошло, ну, как бы, по тушению лесных пожаров, и большая половина там это, ну, вот эти мобилизованные лица. Вот посчитайте, вот
сумма огромная прошла. Да, и огромная работа была проведена. Я хотел бы предоставить слово Саргалане Амосовой, председателю лесоводов Якутии. Я думаю, вы очень опытный человек. Может быть, дадите нам некоторую оценку со своего опыта. Ну, во-первых, второй раз здравствуйте всем слушателям, кто нас видит. Ну, во-первых, я хочу, конечно, сказать, что меня очень волнует вот следующий пожароопасный сезон, потому что прошлогодний сезон мы должны были все извлечь уроки из прошлогоднего и принять соответствующие меры. Ну, как председатель общества лесоводов Республики Саха-Якутия, я знаю больше интересы, скажем, защищаю интересы работников лесного хозяйства, наших работников подведомственных учреждений. И тут у нас появляется очень много непонятных моментов. Как с прошлого года начался пожароопасный сезон, огромный, скажем, такой дезорганизацию ввело вот начавшееся сразу резко преследование со стороны надзорных органов, вплоть до того, что с пожаров увозили руководители тушения лесных пожаров, изымались документы, не оформленные до конца. И мы были вынуждены обратиться с открытым письмом. В результате, значит, это действие чуть затормозилось. Потом, значит, прошло определенное время, и наступила осень. Осенью возобновились все вот дела, которые летом были составлены, административные, уголовные. И опять началось, значит, бесконечное расследование, преследование работников лесного хозяйства, в частности, ну, скажем, в основном лесничих и руководителей тушения лесных пожаров. И тут вот уже с сентября месяца мы находимся в этом процессе. Дела еще до сих пор идут очень сложно. И будут суды еще впереди нас ожидают. Много, уже 2 дела передано в суды, уголовные дела. И в этом отношении нас очень такой вопрос волнует. Почему вот я все время спрашиваю, сколько денег выделили на тушение лесных пожаров, да? По сути-то получается, само тушение лесных пожаров должно по закону проводиться в соответствии планов тушения лесных пожаров, которые на сегодняшний день уже, наверное, разработаны, и составлен сводный план тушения лесных пожаров Республики Саха-Якутия, где по каждому району определены силы и средства, которые кроме, ну, туда, конечно, входят все, наверное, силы ГАУ Якутлесресурсовые базы и, значит, и дополнительно, значит, привлечение населения техникой предусматривается. Вот. И мы начинаем смотреть нормативно-правовую основу привлечения дополнительных сил, скажем, техники и населения. И очень непонятно возникает множество вопросов. Ну, во-первых, мы все знаем, это есть трудовой кодекс. По идее, что раньше в советское время было такой мобилизационный лист, и человек должен был обязан пойти работать. А сейчас, если я состою в одной организации работать, а меня руководитель направляет на пожар, извините меня, у меня вообще-то в должностных обязанностях это не написано. Поэтому нормативно вот это в правовом поле тоже вот этот момент очень шаткий. Во-вторых, значит, все мы, ну, у меня другая работа, у нас лесоустройство, у нас тоже полевики, выезжают в лес работники ГАУ, авиабазы, лесничество. Все, кто выезжает в лес, и я знаю, что и Дилустан Иванович, и Леонов Владимир Сергеевич, авиабазы, не выпустят на пожары ни одного работника, который не пройдет медосмотр, который не снаряжен, который не получил прививку от энцефалита и который не застрахован. Да? Вот это самое главное во всех. И это везде написано. Человек должен быть вакцинирован от клещевого энцефалита. Человек должен пройти медосмотр. Человек должен быть застрахован. Ну, естественно, экипировка одет и еще и обучен. Да? А тут, получается, мы вот 17,5 тысяч человек привлекли в прошлом году, которые, по сути,
не имели ни страховки, ни медосмотра, ни состояния их здоровья непонятно, да, не имели там прививок. А за жизнь их всю ответственность мы навесили на руководителей тушения лесных пожаров и работников лесничества. И вот тогда, вот поставьте себе на место вот этого работника нашего, ну, руководителя тушения лесных пожаров. Меня там назначают приказом, да, руководителем. Я почему к себе на пожар должен взять постороннее какое-то население, скажем, да, которое этого все не прошло? Это получается вообще нарушение всех правил охраны труда и всех техники безопасности. То есть на тот момент, когда он ему отправляет людей, он этих людей берет на пожар, он тут уже нарушил все требования охраны труда. Теперь, ладно, везде написано, что руководитель тушения лесного пожара – это старший из лесопожарного формирования. Ну вот у меня лесопожарное формирование, да, ну скажем, ну вот филиал ГАО Якутлесресурс, у него бригада 10 человек, я старший бригадир, да, но другого нет. Я, конечно, этими 10 людьми как-нибудь поруковожу, да, я с ними работал не на одном пожаре, или вот авиагруппа, да, там есть старший летчик-инструктор, инструктор парашютный по ДПС, он тоже своими людьми поруководит, да. Но извините меня, а мне еще на пожар 200 человек отправляют. Хотя везде написано, что эти 200 человек должны меня слушаться не беспрекословно, да. Но взять, извините меня, сразу 200 человек и всеми, как скажем, руководить, это надо иметь определенную, скажем, и харизму, и руководящую жилку. И меня сейчас вот интересует даже вопрос, а есть ли у нас вообще вот в лесном хозяйстве, в лесничествах, ГАУ, авиабазе, да, ну, наверное, человек 100 может есть, вот таких, которые могут сказать, все, как Жуков, вперед, там, ты пошел туда, ты пошел сюда. А сколько будет пожаров и найдется ли у нас столько человек, руководителей тушения, вот мне анализ какой-то сделан или нет, которые могли бы эту работу выполнить. Потом кто занимается привлечением населения и сторонней техники? Занимаются комиссии по борьбе с чрезвычайными ситуациями, главы администрации муниципальных образований, районов, там, администрация и так далее. Иногда даже они, когда идет угроза населенному пункту, они, конечно, все тоже, конечно, стараются, всех привлекают. В итоге же непонятно, кого привлекли. Человек вообще какой-то обучен или не обучен, да? И таким разом мы поставили под угрозу всех наиболее опытных работников или менее опытных, но работников учреждений наших лесопожарных, что они все у нас ходят под административным или штрафом, или даже легко могут попасть на скамью подсудимых, как сейчас уже 2 человека у нас все ходят, как говорится, ну, считается, как они, ну, на скамье подсудимых сидят. Еще ихняя судьба, еще непонятно, как сложится ближайшее будущее. Поэтому вот эти правила нужно было бы, конечно, расписать. Недавно ходили вот эти правила тушения лесных пожаров, в которых, значит, проект новых правил тушения лесных пожаров. Я его открыла, посмотрела, в этой части вообще никаких изменений не сделано. Но Министерство экологии, наверное, внесло свои предложения, потому что, по-моему, с них это просили. Но насколько они будут учтены в России там? Потому что там... А вот эти правила кто составляет, кто может поменять? Эти правила утверждены приказом Министерства природных ресурсов России. Они сейчас номер 313, называются «Правила тушения лесных пожаров». Вот этот только документ смотрит прокуратура. Там черным по белому написано: руководитель тушения лесного пожара отвечает за то, за то, за то, за то и за все на свете на пожаре. Все. И вот они говорят, раз случилась там беда, и даже... Вот сейчас идет у нас одно дело, где пожар увеличился в размерах, да. Это уже считается... Вот почему пожар увеличился, а почему-то... А кто сделает вообще, насколько был силен ветер,
Ага. Или вот человека там отправили, он уехал туда, у него было всего подчинение 5-10 человек, да, а пожар был, скажем, довольно-таки, ветер усилился, он поднялся, стало уже вместо 1 гектара на завтрашний день он стал 100 гектаров. И тут же трактуется, ввиду халатности, допущенного руководителем тушения лесного пожара, площадь лесного пожара увеличилась, и потом оно привело, там куда-то ушло и составило там угрозу или приняла какой-то неуправляемый характер. А кто вот где вот этот грань вот этого, что привело к этому? Или неправильные действия руководителя, или все-таки какие-то стихийные погодные условия? И в итоге получается, что изначально уже руководитель тушения лесного пожара, человек остается у нас вообще никак нормативно незащищенный. Потому что, ну, все вот, знаете, биологи сидят, да, если есть что гореть, конечно, пожар будет увеличиваться. Что тогда каждое увеличение в гектарах пожара мы будем расценивать как халатность работников лесопожарных формирований, что ли? Они пока доберутся на пожар, он уже увеличится в размерах. Он же горит. Горючий материал-то есть. И потом следующие пункты есть. Ага. Если, значит, в случае привлечения к тушению населения, руководство, опять же, указанными лицами назначается руководителем одного из подразделений лесопожарных формирований. И затем, значит, а вот подразделения других, пожарной охраны, поисково-спасательных, аварийно-спасательных формирований, они сохраняют свою структуру, ага, и свою организационную структуру. То есть как бы они сами по себе. Да? А почему тогда нельзя, что вот муниципальное образование собирается в соответствии плана тушения, который у них есть, свою там команду 20 человек, и почему вот за этими 20 человеком кто-то, старший бригадир, типа, да, не должен отвечать за жизнь этих 20 людей, почему за него должен отвечать уже, опять же, вот руководитель вот этого тушения лесного пожара, который, может быть, находится на другой кромке. Потом пожары в прошлом году были крупные. Ага. Вот руководитель тушения лесного пожара находится на восточной кромке. А у нас южная, северная, западная кромка пожаров, да? Ну, все видели, какие были пожары, да? Он туда добраться, на другую кромку, ему извините меня, он может за сутки на ту другую кромку не добраться, да? Какое там обследование всего пожара по периметру? В данном случае, получается, на крупных пожарах должен быть не один руководитель тушения лесного пожара, может быть руководитель по каждой кромке лесного пожара. А в законодательстве этого нигде не прописано. Затем написано, если вышестоящее лицо приезжает на пожар и начинает командовать, он автоматически становится руководителем лесного пожара. И вот где этот момент найти? Вот работает работник, тушит, и к нему приезжает комиссия, ну, глава администрации, там еще выше начальство. В этом году была очень плохая практика назначения уполномоченных по районам со стороны республиканского штаба. Вот человек приезжает, он начинает везде командовать. Эти силы перебросьте сюда, эту там авиагруппу сюда. Вплоть до того, что уже руководители лесничеств сами не знали, и вот также делал Стан Иванович, да, и авиабазы не знали, где их работники, потому что вот которого отправили с Якутска, он уже всех там расставляют на штабе, на районном штабе, они всех расставляют, эту бригаду сюда, эту туда, и это все происходит быстро, и эти люди, в принципе, не специалисты лесного хозяйства. Потом начинались такие моменты, что запрещение отжигов. Вот не отжигайтесь, встречный огонь сегодня не пускайте, давайте завтра, давайте послезавтра. Ну, а какие у них какая ответственность? Нигде вот в этом правилах за ними ответственность не прописана. А наши люди, в принципе, люди, скажем, послушные, да. Вот я знаю, все-таки это народ простой, да. Приезжает начальство, начинает командовать. Ну, говорят, ну ладно, пусть так, поедем сюда, поедем туда, да. А он же не может стукнуть по кулаку и сказать, нет, вы идите, я вас не буду слушаться, да.
Они же тоже привлекают, как бы все там руководят этим. Тогда должна быть и ответственность всей комиссии по борьбе с чрезвычайной ситуацией. Вы принимаете решение какое-то, да? Вы принимали решение о подвиге, вы принимали решение о переброске сил, да? Ну, будьте добры, тогда и тоже отвечайте. Почему тогда бедный крайне оказался рядовой человек, который находился непосредственно на пожаре и тушил этот лесной пожар? Сегодня у него бригаду дали, завтра эту бригаду сняли. Вот этот момент, вот, хотя вот, может, я не так говорю, но всех простых работников лесничеств, авиабазы и ГАУ на сегодняшний момент волнует момент организации вот этой работы. Ага, как мы будем вот действовать? Почему я должен принимать на работу неизвестно кого, кто пришел там откуда-то или даже по плану тушения. Так, теперь, если вот этих всех, кто сейчас в сводном плане тушения лесных пожаров прописан, да, ага, на них-то тоже надо предусмотреть деньги на медосмотр, страховки и так далее. А это кто-то считал, во что это нам может вылиться? Вот эти все, по идее, все 17,5 тысяч человек, они все должны иметь вот эти необходимые требования. Вот, поэтому вот порядок привлечения вот этого населения и добровольцев, мобилизованных, мы говорим мобилизованных. Понятие доброволец появилось впервые в прошлом году. До этого ни разу не появлялось понятие доброволец. Во все года было понятие мобилизованный, которого отправляет в соответствии плана тушения лесного пожара, который составлен администрацией вот в январе-феврале месяце. Ну и население, которые отправили, которые сразу знают, что они пойдут и заключают там договор или с ГАУ, или с авиабазой, с ГАУ в основном же, да, и которые уже знают, что будут получать определенную плату. Я считаю, что хаотичного добровольцев, которых принимают просто там, вот такого вот вообще не должно быть. Можно тогда сразу адресу, наверное, нашим коллегам, наверное, задать сразу этот вопрос. Ну, подождите, я еще... Вот это один момент, да. Второй момент. Ага, я уже сказала, меня волнует вот эта сумма 418 миллионов против 2 миллиардов затрат прошлого года. Ну, ну ладно, может, пусть год будет дождливый, да, ну пусть будет миллиард. Но всегда возникала кредиторка. И вот меня волнует, будут ли эти деньги, потому что неоднократно была такая ситуация, что, честно говоря, сверху эти деньги не давали. Вот в текущем году не давали. И выходили на 1 января с огромнейшей кредиторкой. И когда шли судебные дела, с той же авиабазы, содержание авиабазы, все авиакомпании, техника, с ГАУ снимали. Ну, они же как пошли в арбитраж, выиграли и снимались эти деньги с текущего содержания. И третий вопрос, который меня волнует, везде написано, вот вроде увеличили, значит, численность ГАУ, увеличили численность авиабазы. Очень хорошо. Этого мы в прошлом году на экспертном совете клубе говорили. И этого весь год повторялись, да. Но при этом у нас совершенно остался забытым слой вот тех, которые и должны координировать, и люди, которые также вместе работают на пожаре, это работники наших государственных казенных учреждений лесничеств. При этом еще лесничеством, я знаю, особых доплат не делается. И в декабре месяце все лесничие, это почти что 500 с чем-то человек, подписались под обращением главе республики, где поднимали вопросы того, что у нас ничего не увеличилось. Вот такой пожароопасный сезон прошел, не заработная плата, содержание сократилось, финансирование. Мы получили ответ на это письмо, спустя вот вчера буквально получили, но я вот смотрю, да, в 2019 году объем финансирования лесничих был 388 миллионов, в том числе содержание, это кроме оплаты труда с начислениями, 93 миллиона. На 2022 год предусмотрены 390 миллионов.
Это индексация заработной платы, все якобы были. Ага. Видите, да, всего-навсего разница 2 миллиона. Ага. А содержание на сегодняшний день составило 70 миллионов. В прошлом году оно было 71, позапрошлом 139, а до этого года 93 миллиона. А финансирование кто утверждает лесничих сейчас? Ну, они идут из субвенций с федерального бюджета, но они казенные учреждения республиканские. Ага. Поэтому они я знаю лесничие, позицию Якутия, Рослесхоза, да, позицию Рослесхоза, что они считают, что уже был ответ получен на профсоюзную организацию другой области, где они сказали, ваше учреждение, ваше право, вы можете увеличивать за счет своего бюджета. Но за счет республиканского бюджета дали дополнительное содержание и ГАУ, и авиабазе, а они как будто не лесопожарное формирование. При этом уровень заработной платы остается, что и авиабазе, и ГАУ 35 тысяч рублей в месяц. До сих пор это одна из самых низких заработных, 33-35 тысяч рублей, одна из самых низких заработной платы. Это при средней зарплате по Якутии 81 тысяча же, да, месяц, по-моему. И вот этот, и хотя было поручение Путина, да, о том, что предусмотреть там увеличение численности, ладно, как бы сделали, да, включая все, в том числе меры социальной защиты, меры там уровня, ну, всех вот этих вопросов оплаты труда. На сегодняшний день оплата труда, кроме той индексации, которая положена всем бюджетным сферам, ну это совсем там маленькие же проценты, сами знаете. Оно в денежном выражении, наверное, там сколько-то рублей, там, ну сотни рублей, может быть, составляет, да. Ага. Другого увеличения никакого не произошло. И на этих, и будет очень большая проблема набрать вот дополнительно в ГАУ эти 300, ну, 71 человек, но я думаю, что ГАУ еще наберет, потому что он будет набирать в сельской местности, в основном также, да. Там люди сидят без работы, они, может, пойдут на эти 35 тысяч, да. Ну, а авиабазе набрать свои 184 и 150 человек на такую квалифицированную работу с десантированием, с прыжками на парашют будет довольно-таки сложновато. И ладно, наберем. Но мы все прекрасно понимаем, что эти почти что 300-700 человек первый год, они будут нулевые. Ну, вы понимаете, да, первый год, во-первых, они сейчас пойдут устроиться на работу, да, на первый пожар выйдут, иногда бывает из 10 человек 5 уже ушли после первого пожара. Такое тоже может быть, это тяжелый физический труд. Естественно, вот вопрос заработной платы, конечно, всех работников лесного хозяйства очень-очень сильно волнует, и все, ну, я не скрою, да, что нам друг другу... Что нам друг другу врать в глаза, да? Я знаю, что все работники сейчас находятся буквально без настроения. И вот 28 еще февраля состоится суд в Чурапче над руководителем тушения пожара Лукиным, да, где у нас была, вы сами знаете, армян умер, да. Ну, там тоже такие моменты, что он ослушался, по идее, распоряжения, ему сказали выходить с пожара, он не вышел, по какой причине. Но сейчас реально есть угроза, что человека, например, осудят. И это будет иметь очень большое социально-психологическое, как повернется этот суд, будет иметь большое значение для всех работников лесного хозяйства, потому что я думаю, что этим летом будет очень много отказов становиться руководителями тушения лесного пожара, вплоть до увольнений, потому что лучше моя свобода, чем сидеть на нарах или оплачивать штраф. Штрафы, знаете, сколько штрафы? 25-40 тысяч статья административная вот, за непринятие должных мер. Это, получая зарплату 35, штраф 40 тысяч заплатить, тоже такая перспектива, скажем, не очень приятная. И вот эти вопросы все равно сейчас нужно как-то отрегулировать, хотя бы принять. Может быть, Сергей Гаврилович прокомментирует сразу ваши поставленные вами вопросы. Так сказать, воспользуемся моментом. В части заработной платы? Да нет, Заработная плата и использование труда добровольцев
Ну, вот Это в порядок как-то можно привести? Вот то, что они медосмотр не проходят, ну, как Светлана Поликарповна сказала, прививки не получают и прочее. Это же ну, надо вот как как-то раз упорядочить. вот мы буквально вот неделю назад на тех выходных проводили совещание такое рабочее с участием вот общественно-добровольческого штаба, да, это Айол Джуруха, Афанасий Павлович Алексеев с его командой. И вот пообсуждали и планы работы на текущий пожароопасный сезон тоже определились. И договорились, что будем, ну, соглашение тоже, да, разработаем и подпишем между министерством и штабом. И, конечно, мы максимально будем именно тушить лесные пожары мы силами своих лесопожарных формирований. То есть добровольцы, ну, добровольцы вот мобилизованы, они будут в качестве как бы резервной силы, скажем так. Когда, если там ситуация может, если поменяется, конечно, мы их будем вынуждены подключать. И в части вот, да, мы определились, что будем с их стороны, у них, ну, некое у них тоже финансирование есть свое, да, как бы в прошлом году они тоже, и много там спонсорской помощи было, и свои-то тоже там средства они привлекали. В принципе, это есть, и мы, они будут организовывать для своих вот привлеченных, да, своих добровольцев медицинский осмотр. То есть, ну, прошлый год, конечно, это все, ну, как-то вот хаотично было, и все быстро-быстро, и, конечно, вот много вопросов было, да, не успели в отдельных моментах, поэтому в этом году более-менее должны они уже подготовиться, и уже к пожароопасному сезону уже некая вот в районах группы будут, и уже как бы ну, со всей как бы обмундированием, да, специальной одеждой, там, экипировкой, там, прошедшие там медосмотр, ну, такие уже, как бы, скажем так, боевой готовности. То есть со всей строгостью закона, я так понимаю, правильно? А добровольческий штаб же у нас работает только в Якутске же, а вот муниципальным образованием в каждой деревне. Да, Вот они-то как будут с этого выходить ситуации? Им-то кто будет? Они же, у них нет денег, чтобы за свой счет медосмотр проводить и вот эти необходимые страхования и так далее. В муниципалитетах, да, ну, в некоторых отдельных муниципальных образованиях есть вот добровольные пожарные команды, которые вот, ну, не хуже, скажем так, оснащены, чем наши вот работники, да, того же Якутсресурс. Ну, вот, допустим, Нюрба, там, у них там нормальные вот ребята, и у них все есть, как бы, обмундирование, там, одежда, все, и ранцы, и так далее, и так далее. И вот и мы, конечно, вот на заседании, мы сегодня уже, начиная с января, еженедельно 2 раза в неделю проводим вот эти заседания оперативных штабов. И с участием вот глав муниципальных образований, ну и заместителей глав муниципальных образований. И там, конечно, максимально их тоже призываем, чтобы они формировали свои добровольные пожарные вот команды, дружины, на своих территориях. И в свою очередь добровольческий штаб, они будут, у них тоже свои есть, сказали, по районам. Ну, не по всем, конечно, но в центральных, по крайней мере, районах у них свои там люди есть. Они сейчас уже занимаются формированием вот тоже параллельно своих вот, определенных групп. Будут и финансирование у них относительно как бы более-менее. Иннокентий Михайлович Охлопков, вот вы как представитель Общественной палаты республики, что вы можете сказать по этому вопросу? Очень серьезный вопрос же возник. Ну, да. Оценку, наверное, мы уже проводили, да, какую-то в этом плане хотя бы. Да, но в этом плане, да, я скажу вначале по добровольческим, потому что такое движение началось, ну, этим летом добровольцы. И самое главное, что удивительно было, что очень большое количество денег они собрали. И не только добровольческий штаб в республике Саха-Якутия, знаете, как резонанс пошел и так далее. Ага. Но по всей России создавались такие, чтобы спасти от пожаров тайгу Якутии, и тоже там очень довольно такие внушительные средства были. Вот, например, с Гринписа приезжали товарищи поселфиться на фоне пожаров. Это в детских столбах, как сказал руководитель, у него только одна форма противопожарная, 500 тысяч стоит, 500 000, он сказал. Ага. Очень внушительные деньги.
собирали. Но потом еще собирали, но из этих добровольцев у нас вот кроме Гринписа и Российского биологического общества, которые, когда уже пожары прошли, они появились, тоже чтобы спасать животных, лечить их, которые сгорели. Правда, они ничего не нашли, конечно, здесь. Кого спасать, что это, ну и с удовольствием уехали. Хотя у них планов было все даже на парашютах нам сюда сбрасывать. И это как его средства для борьбы с пожарами, для лечения животных и так далее. У них такое представление было. И вот когда... Ага, и вот когда это как пошло, вот добровольческое дело, я вот Анжелике Андреевой, которая одна из них этих была из зачинателей этого волонтерского движения и отправки и так далее, после того, как это предложил следующие пути, значит, нашему волонтерскому штабу, пока зима и так далее, вот костяк как раз такой собрать, и, как правильно сказали, что вот, Джилстан, он сказал, чтобы необученных людей куда брать-то, Ага, есть пенсионеры-лесники, есть пенсионеры-лесные пожарники и так далее. Они бы помогли их обучить. Азам, ведение, это тушение пожаров, техники безопасности, самое главное при лесных пожарах. Ага. И плюс этот волонтерский штаб, который аккумулировал довольно значительная сумма, которая осталась на счету вот этого волонтерского штаба. Там где-то около нескольких десятков миллионов лежит. Почему они их не смогли потратить? Потому что там четко спонсоры написали на тушение лесных пожаров. И то есть деньги остались, я правильно понял? Да, деньги остались. Вообще оплата добровольцев должна, вот добровольцы работают от слова доброволец, да. Я знаю, что есть два подхода. Когда приходит население работать, он мобилизованный, ему оплата положена. А если доброволец, то оплата не положена. А в этом году им платили, да. Но если ты добровольно, вот даже я знаю, что некоторые лесничества, которые спрашивают, ты добровольно пришел? Ну все, значит, бесплатно работаешь. А если ты пришел как мобилизованный, тебя там включили план тушения и так далее, то тогда оплата нет. Так все-таки как должно быть? Мнение населения изменилось. Ага. Некоторые говорят, если ты доброволец, то ты должен добровольно работать. Да? И поэтому вот слово добровольческое как-то меня очень коробит. Нет, я считаю, что раньше было слово профессионально, мобилизованный. Мобилизованному ты обязан платить. Я понимаю, что Джилстан... Нет, здесь вот я не насчет тех денег говорю. Это деньги, которые собрали спонсоры, давали там и это на снаряжение. И граждане, и так далее, и так далее. И наши добровольцы должны были работать бесплатно, потому что они добровольцы. Ага, почему им платили деньги, я это не знаю. Потому что они были полностью пикированы, денег у них было много, вплоть до того, что они ранцы закупали, все это, и вот с этими были деньги. А потом вот это началось, что и им платить. Евгений Николаевич, а вот что планируете, вот будущий сезон сейчас? Вот будущий сезон, значит, вот как сказали, это тушить лесные пожары, это не героизм там и так далее, где можно себя проявить. Любой человек типа пришел, как вот Джилстан сказал, и я начал тушить, все это делать. Это не то. Поэтому волонтеры должны быть тоже обучены, должны пройти. Вот и как раз бы их за этот зимний период бы кто-то обучил бы. Костяк должен был. Они всех с улицы схватил. И вот я пришел, я сегодня доброволец, завтра поехал где-то. А потом Джилстан будет за него отвечать, что он там наделает, волонтер. Или еще подожгет лес еще больше, или наоборот, и сам сгорит. Поэтому должны только вот костяк такой быть, обученный, которые вот, если необходимо, готовы, их вызвали, они, да, ваша помощь требуется, и они тогда туда идут. Плюс аккумулированные деньги здесь, в Якутске, на эти же можно создавать же такие же и волонтерские, добровольческие дружины лесных пожарников и в каждом районе, которые пожароопасные. Но еще как эксперт я хочу сказать, Дин, да, здесь самая главная проблема стоит в том, что вот эта ведомственная разобщенность, леса федеральные, потом переданные полномочия, потом авиалесохрана федеральная структура, это региональная структура и так далее. Но Светлана Поликарповна знает, что я вот из семьи лесников, отец у меня это был самым главным, значит, как сейчас скажу, руководителем пожаров по республике, руководителем по борьбе с лесными пожарами в республике Саха-Якутия, старший брат по с пожарной дело. И всегда, никогда вот это, как его, у нас леса не относились к региональной власти. Всегда было управление
по лесному хозяйству по республике, которое федерального подчинения было. Если будет все федерального подчинения, тогда и легче работать будет всем. Я вот думаю, вот когда мне сегодня рассказали, что эти привлеченные пожарные из других регионов республики, им еще и деньги платит наша республика им. В советское время такого не было. Да, в советское время такого не было. Старший брат у меня в апреле улетал тушить Приморский край, Забайкалье и так далее, и так далее. В июне возвращался, здесь пришел. И в июле у нас появлялись, значит, уже и забайкальцы, которые перегорели, и красноярцы, и тюменцы и так далее. Тушить Потому пожары что переданные полномочия. Но Вот вот они надо убрать эти раньше переданные была полномочия. единая Нам, система, да, да, вот а вот, выйти на да. тот уровень, чтобы Сергей Гаврилович стал федеральным чиновником, чтобы у него был этот департамент лесного хозяйства федерального подчинения. Тогда все будет решено, вопросы-то. Все. Потому что он регионального подчинения, авиасохраны федерального подчинения. А как работать-то? Сахамин Миланович, а можете пояснить, такое разве возможно? Да, вот это было раньше так всегда. Лес всегда был федеральным, и лесное хозяйство, и Министерство лесного хозяйства, управление лесного хозяйства всегда было федеральным в Республике Саха-Якутия в то время. И поэтому легко было им Я работать. поясню. Вопрос поступил, да. Дело в том, что полномочия-то переданные, и республика исполняет переданные федеральные полномочия. Именно по охране лесов, по защите лесов от болезней, также ряд лесотехнических работ проводим. Да? Вот когда на федеральных площадках поднимали вопрос о недостаточном финансировании и о том, что полномочия должны быть переданы на федеральный уровень, и в прошлом году тоже на уровне президента это обсуждалось. К сожалению, коллеги Рослесхоза не хотят, чтобы вот эти полномочия по охране лесов от пожаров были переданы на федеральный уровень. Они понимают, что есть проблемы, они понимают, что есть вопросы недофинансирования, они понимают, что нужно отвечать перед населением и перед руководством страны. Поэтому вот легче передавать как бы полномочия, достаточно или недостаточно их финансировать. И, конечно, период вот тяжелых моментов показывает, что субъект не справляется. Но это самый легкий вариант, и он не самый правильный. А вот у нас присутствует здесь наука. Михаил Михайлович Черосов, что-то мы его не слышим, он тихо-тихо слушает. А прокомментировать вот грозы у нас, и как вы считаете, я вот знаю, что ваши коллеги сказали о том, что, так скажем, прогноз неутешительный на будущий год, да? Пожары лесные от грозовых, от гроз достаточно серьезные. Не, мне кажется, мы прогноз не слушали на следующее лето. Ну, как бы я имел в виду, что пожары будут, ну, в силу природных факторов, да? Так Да, скажем. ну это известно, что у нас это, основная порода это лиственница, опадающая это хвоя ежегодно, поэтому это своеобразная пороховая бочка, которая должна гореть, и наши леса горят, но об этом как раз и все возмущаются. Я на самом деле хотел бы поднять вопросы не с добровольческим движением. Здесь надо, конечно, отрегулировать. Вопрос очень такой общественно-политический уже стал. Там люди становятся известными, получают известность гораздо больше, чем... Михаил Михайлович, тебе был вопрос задан конкретно, как наука относится к горимости наших лесов. Но я добровольческим и так далее, ты это потом скажешь. Я сказал, что это... Если надо будет. Я не хочу затрагивать, вижу, что это отдельный вопрос. На самом деле у нас леса практически все горят, разные типы, в разное количество лет. 10-15 лет сосняки, 15-20 с чем-то лет лиственничники. То есть каждый метр квадратный он прогорает. Это необходимое такое явление, и фактически, значит, подрост, возобновление идет в ряде случаев только после
пожаров. Это известная вещь, и немного это специфику нашего леса якутского не знает. У нас лес адаптирован к таким условиям, у нас еще есть много ситуаций и по климатическим условиям. И тут, если мне дадут возможность демонстрировать, я покажу те слайды и вот зоны контроля, которые Сахамин Иванович рассказывал. Но могу сказать, что все-таки я хотел бы поднять немножко другой вопрос про единый лесопожарный центр в Красноярске. И мы, в принципе, получали возможность, информации была, что будет создан у нас филиал или Красноярского, или вот, значит, или Хабаровского центра, который будет создаваться. Это как раз был вот первая попытка, что большие функции будут брать уже как бы это федералы на себя, но вот еще А кто может прокомментировать? Сразу вопрос задали. Возможно здесь открытие филиала? Не, это же было в проекте рассмотрено. Я просто поднимаю вопрос. Раз было сказано, что лесопожарный центр в Красноярске показал свою эффективность, то если будет такой создан, то есть фактически это вот тот подход, и Никита Михайлович правильно говорит, что раньше в советское время это было единое пространство, а теперь это превращается в некое движение финансов, и люди приезжают к нам, как бы, мягко выражаясь, шабашить, мягко выражаясь. Да, они профессионалы, но они по 5 раз больше получают, конечно, выгодно приехать к нам тушить и так далее. А значит, горимость наших лесов на порядок больше. И причем вот было совещание Российского экологического общества, где люди рассказывали по Костромской области, и они говорили, что у них причины пожаров больше 50%, 60 с чем-то процентов антропогенного происхождения. У нас это совершенно маленький процент, и наша вот зона ответственности там прогорает чуть больше 1%. Это вот данные 2020 года. И еще по нормативам, что-то у меня в голове сидит, что было 6 рублей 90 копеек, а Сахамин Иванович говорит о 6 рублей 10 копейках. То ли меньше стали, то ли я тут сам запутался. Вот, во-первых, такая вещь. Теперь еще по поводу прогноза. Потенциально можно предположить, что где больше вероятность пожара, исходя из горимости прошлых лет. Вот в частности, Горный Улус, он фактически горел в тех местах, которые в 2014 году был большой пожар, он как раз там не горел. То есть сгорело то, что в 2014 году не сгорело. Прямо чуть ли не 1 к 1. Поэтому, соответственно, такой прогноз можно составить. Джоустан говорил, что есть система, существует, есть прогноз, ему доверяют, он ведомственный, но точность его как бы, видимо, требует лучшего. Мы должны встретиться после того, как более-менее все появится, и посмотреть эту систему, потому что, по сути, космические технологии, о которых многие, в том числе зона контроля, термоточки и так далее, она, в принципе, позволяет более точно предположить потенциальное место горения. Еще генеральные планы поселений, которые существуют, они же, по сути, очень часто, когда увеличивается население, строятся новые дома, очень часто там же происходят некие нарушения. Все равно они достаточно близко подходят особенно около самого края, и есть определенный риск, что они окажутся почти рядом с лесом. Да, поэтому вот оценку генеральных планов по лесопожарной опасности с позиции МЧС, с позиции лесопожарной службы было бы хорошо провести. И я думаю, это не очень сложно, это простая методика. И профилактика со стороны МЧС, нашего республиканских, есть подразделения федеральные, своеобразные, что нужно действовать, как действовать, и вплоть до того, что какие-то должны быть емкости на всякий случай. И если под роспись жители бы расписывались, я думаю, они бы чувствовали свою ответственность. И, конечно, единоначалие – это на самом деле большой бич. У нас сейчас много начальников. На лесном пожаре должен быть один начальник, и этот начальник руководитель тушения пожаров. Все остальные, хоть ты глава республики, хоть ты глава района, приходишь, первым делом обращаешься.
что, как ситуация. Ты должен помогать, а не командовать. Если ты командующий, то бери тогда полностью ответственность, как говорит Светлана Поликарповна, и веди до конца. Ну, уже, извини, сделал, и это не то. Я еще раз скажу, это доктор биологических наук Якутского научного центра Академии, Сибирского отделения Академии наук. Я вот понял из вашей речи самое главное. Сахамин Миланович затронул такую вещь, где горят леса. Я правильно вас понял, Михаил Михайлович, что там, где горит, иногда можно не тушить, а просто окарауливать. Я вот этот правильно вопрос понял в связи с тем, что это идет природный процесс. Это в целом природный процесс, и он во многом зависит от того, когда раньше какая территория когда сгорала. Поэтому можно, в принципе, по данных прошлых лет, где что, сколько это проходилось, пройдено пожаром, где проходило несколько лет назад, там уже пожары уже реже горят, появляются. Горит горючий материал. Да, горючий материал, если он сгорел, то там гореть нечему. Поэтому в этом плане вот космические технологии есть, они уже в практике непосредственно используются, но просто степень тщательности анализа, может быть, стоит просмотреть. Михаил Михайлович, давай я Олегу коротко отвечу, да, на этот вопрос, на заданный вопрос, да. Поэтому тоже я являюсь как раз директором Института биологии. У нас есть лаборатория мерзлотного лесоведения, где работает главный специалист. Тут это Исаев Александр Петрович. Летом он тоже выступал, да, вот с этим, чтобы общественность успокоить и так далее. У нас так и называется леса, не пирогенного происхождения. Пирогенного, да. Да. Это единственный способ нашей тайги самоочиститься и самовозобновиться. Если вы, Олег, наверное, были в перестойной такой тайге, ну, в лесу таком перестойном тайге, вы, наверное, видели там, что ни грибы не растут, ни ягод нет, ничего нету. И вот так лес поспевает, ну, рубок нет, это где далеко, где вот, ну, в зону, кто там будет рубить или еще что-то. Накапливается горючий материал, хвоя лиственниц падает, потом раз ударила, значит, сухая гроза, и лес сам по себе очищается. Как бы самовозобновляется, сгорает, все, те семена, которые упавшие, не давали прорастать им, вот этот слой сгорел, который их покрывал, нет, все, это вот все выросло. Но если Я правильно понял, что вы можете посоветовать, где тушить, а где не тушить? Да. Да, и в советское время это было все тоже где, ага. Это не выдумка не этого времени, где, ага, что там тушить, здесь не тушить. И поэтому я вот хотел бы посоветовать, да, вот это Министерство экологии, Сергею Гавриловичу Дустанову, но более сейчас вот открыто население готовить, вот карты выставлять, да, все эти, чтобы в Инстаграме и этом, чтобы они видели и знали, где вы имеете право тушить, где он сам по себе, ну, зона контроля, значит, он там может гореть. Ага. Вот именно готовить сейчас общественность тому, что когда будут пожары и так далее, а никогда не начнутся оправдываться, почему мы там не тушим, а тут тушим и так далее. Нет. Если есть даже планы вот эти, как его, пожаротушения и так далее, все это нужно публиковать, что в этом районе столько-то. Четко указывать, что вот если здесь, где зона вашей ответственности, а где зона ответственности МЧС. Вот меня удивляло, да, что пришел лесной пожар в деревню Дина. Почему-то обвиняли Министерство экологии и так далее, и вас всех, ага, здесь. А это же зона ответственности Министерства чрезвычайных этих пожарники, ну, такие вот простые пожарники, которые в городе на пожарных красных машинах едут. Они должны были оккурировать деревню, спасать и так далее. Ага. А почему-то всю вину свалили на Министерство экологии. Вот они там это как его делают. А МЧС, как всегда, потом в последний момент появляются, потом они вот героические, они все потушили. Самолеты пригнали свои амфибии, то все. Они все. тоже очень дорого стоят, эти самолеты. Да, вот вообще они никакой ответственности, вот типа МЧС здесь не несет. А мне кажется, что... Рядом с поселком они должны были нести. И самое главное, вот профилактические работы. Если есть то, что запрещало муниципалитетам вырубать сухостой рядом с деревнями, отжиги сельхозпалы те же проводить ранней весной, чтобы сухая трава, это вся горела, свежая растительность появилась, не горючая. Все это было запрещено. И когда лесные пожары подошли, столько около деревни это,
Вы сами видели, вот, который горело в горном районе. Тьфу, после ковида у меня тоже даже, как на деревне называлось. Исикёль. Ага, Бескёль. Где у них дома стояли? Не посреди этой тайги стоят там деревья какие-то. Естественно, не все это загорится же. А если эта работа была проведена, все вырублено. Раньше глава муниципалитета, нам нельзя вырубать, сказали здесь что. И даже хворост собирать им нельзя, их штрафовали за это, и на это надо брать день. Валежник валяющийся тоже нельзя. Вот это все вот надо менять. И думаю, что вот как раз период подготовительный пожароопасного сезона надо готовить уже общественность к тому, что будет и как далее, где вы охраняете, где, как, какие работы проведены, чтобы как в этом году ну, все там не кричали. Очень много же диванных экспертов, там и начинаются специалисты появляются по пожарам, все они знают, то все. Мы как ученые им объясняли, что животные не горят, все и это, они заранее все чуют, уходят. То есть нас как только там не обзывали, все знают. Ты говоришь, а такое возможно, да, вот прям полуусно инструктировать глав и говорить, что, ребята, надо делать то-то, и здесь будет так-то, или это утопия? Почему на оперативных штабах делают, по-моему, главы? Вот мы, в принципе, у нас многие главы, в принципе, они ну, опытные уже. Не первый год там тушат лесные пожары. И прекрасно как бы знают вопросы. И, Кроме промышленных районов. ну да, есть проблемы, конечно, по Да, промышленности. вот сейчас в прошлом году не горел Ленск, не горела Алекма. Ну, я считаю, что мало горели. Алдан, Нерюнгри. Ну, я 10 лет была главным лесничим республики. Вот если эти 4 района загорятся, это будет... вот в прошлом году просто повезло, что они не горели. Вот если там загорится, во-первых, там отношение населения совершенно другое. Ну, тот же Мирный тоже там на севере горел. Там пепел будет на голову сыпаться, никто не выйдет тушить. В прошлом году, для примера, да, вот идет... Может, это не так, но Там- все-таки. Вот для примера скажу, в прошлом году вот идет заседание оперативного штаба, да, июль месяц. И вот слушаем Мирный район, сначала Сунтарский там, и вопрос такой, сколько мобилизованных с района сейчас работают в тушении лесных пожаров. Сунтарский район, там первый замглавы говорит, больше 1000 человек. Вот потом вопрос, как бы второй вопрос по Мирнинскому району. 40 человек, Мирнинский район. Сунтар больше 1000 человек, а Мирнинский 40 человек. Вот. Такое отношение. А у Потом- меня Нет, ну, может быть, они мобилизуют. Нет, они просто работники этих компаний знают трудовой кодекс. И вот Да, такие да. как «Газпром», «Нефтегаза», «Нефтегаз добычи» и так далее. Там работника не заставишь заниматься другой работой, чем которая у них написана в их должностных функциях. И Поэтому у меня, Олег, даже вот руководитель туда такое не отправят. предложение, Дина, вот вернуться к тому хорошо забытому старому советскому, когда каждый директор лесхоза имел мобилизационный лист. Начался пожар, он заходит в любое предприятие, дает мобилизационный лист, говорит, все, вот столько-то работников мы у вас берем, столько-то техники у Ну, вас это забираем. Столько Потому что законов надо. поэтому у директора лесхоза весь перечень техники в каждом предприятии был. Мгм. Все, вы отправляете их туда, за ними сохраняется заработная плата, когда они тушат пожары и так далее. Не Дилустанг он им уже платит, а их же предприятия, которым они работали. За ними зарплата это сохраняется, они едут. Государственному тушить собранию пожар. Тумэнджи возможно такое сделать или нет? Я вот не понял. Ну вот я вот хочу, чтобы такое вот было. Да, вернуть это надо все столько хорошо. Это законов. практика вот такая же. Чтобы у Вот для директора трудового. лесхоза был любой, это как его, такое полномочия снять, мобилизовать людей с любого предприятия, любой формы собственности. И чтобы этот работник, который поедет тушить пожар, за ним заработная плата сохранялась по месту работы. Они это как его, они Дилустан платил ему зарплату и так далее, как мобилизованному. И дать своим коллегам... Тогда вот, у нас очень много денег-то вот, сохранятся. вопрос еще. Ага. Евгений Михайлович, сегодня у нас наши лесничие, они вообще ограничены. Вот. Их все гоняют. И начиная там от глав районов, и значит, полиция, прокуратура, там, следственные органы.
Только так. Сейчас совсем другие времена. Подождите, другие времена, а разве Ну, их есть, нельзя как-то поменять? конечно, надо. Это же во благо. Это абсолютно неправильно сейчас. Вот. Да. Вот даже Олег сейчас Сахамин Миланович сказал, федералам можно использовать взрывчатку, регионалам нельзя использовать взрывчатку. Но это А лишь нам- раньше почему оперативно пожары тушились? Вот эти, как я знаю, была авиационная охрана леса, парашютисты пожарные. Их задача была патрулировать, загорелся пожар, их сбросили. Они быстро его оконтурили, взорвали. Все, сделали полосу, остановили этот пожар. Прилетает тот же вечер или через день вертолет, забирает этих парашютистов, оставляет десантников, или как их угольки называют, которые дотушивают этот пожар. Эти полетели дальше. Вот такая оперативность была. А сейчас как? Сейчас без взрывчатки пожар не остановишь лопатой, Гена. Ага. Тогда не останавливали, динамитом все, быстро взрывали. И сразу пожар был, это как его, локализован. Таких жестких Почему это требований сейчас к такого хранению нету? грузов Тем более сейчас не было. шнуры, тем более еще большие. А раньше мы таскали эту взрывчатку, вот они как это, хозяйственное мыло, толстое это, с дырочкой посередине. Был. Да. Да. Савинов, у тебя вопросы есть? Хотел бы, вот, молчишь так сильно. А у меня предложение, это можно вопрос? Вот в прошлом году мы взяли письмо, в котором была обеспеченность лесопожарной техникой. Ну, я просто подсчитал, согласно нормативов, процентовку. Она была очень маленькой, от 30 до 70% обеспеченности. Вот сейчас можно, Сергей Гаврилович, для общественности вот такой же анализ, сколько потребность, и это можно каким-то образом поднять на федеральном уровне. Потому что вот мы говорим о подготовке к лесопожарной. Техника, вы говорите улучшении, да, мы понимаем, есть процесс, но явно, мне кажется, все равно по каким-то позициям вы не дотягиваете до нормативов. И эти нормативы, может быть, попробовать. В прошлом году письмо писали и направляли на высокий федеральный уровень. Сахамин Иванович в курсе, мы сообща отправляли, и в этом плане общественность и органы власти мы неплохо работали. И по нормативам, что они маленькие, вот я почему вспоминаю 6 рублей 90, 6 рублей 10 копеек. Потому что у меня в голове засело, что это совершенно смешные нормативы, когда в европейской территории до 200 рублей на гектар доходит. У нас считается, вот перебьетесь, вот вам маленькие деньги. Это же, может быть, есть смысл передать часть информации, вот и Никита Михайлович правильно сказал, открытость должна быть, и в том числе так, чтобы общественность не кричала просто так, а реально помогала, аргументированно, логично. Ну и все-таки мы, я считаю, доказали это федеральному центру, что у нас специфика и климатическая, и другая. Я думаю, что сейчас они совершенно по-другому. Козлов, я думаю, не будет кричать, как в прошлом году, что вот вы из-за каких-то там цифр, которые не давали, там во всем виноваты. Но мне вот такое предложение по обеспеченности лесопожарной техникой. Если вы сказали, вы посчитали нормативы, проценты очень хорошо показывают, насколько у нас хватает или не хватает. Я думаю, это было бы очень большая помощь для вас. Хорошо, Михаил. Ну, конечно, потребность лесопожарной техники, она имеется. Мы закрыли небольшую часть той потребности, которая в прошлом году, вот я ранее говорил, 60 единиц техники, разной техники. И там тракторной техники, там, и вот эти автомашины. Я помню, там в этом письме, которое писали, там почти под 60 позиций было, и прямо там цифры стояли, и можно было подсчитать процентовку обеспеченности. Ну вот как раз обеспечение техникой тоже регулировано вот постановлением правительства. Да-да-да, но она не дотягивает пока до нормы. Да. Давайте поможем, я думаю. Это процесс, который надо постоянно просить и просить. Вы же просите как нижестоящая структура. Ну, попробуй, вот и Никита Михайлович, он человек независимый, он вообще как вспоминает советский опыт, очень правильный. У меня вопрос. В условиях чрезвычайной ситуации какие-то изменения, например, мобилизационные листы и так далее могут работать?
в условиях чрезвычайной ситуации? Тоже нет, да? Мобилизационные листы нет, такого нет. Нет, вообще такого понятия сейчас нет. Это надо менять трудовой кодекс. Да, В общем, это для точно. того, чтобы изменить всю эту систему, должна, ну, во-первых, должна все поменяться, начиная с гражданского кодекса, трудового Понятно. кодекса, бюджетного кодекса, потом лесного кодекса должно все. Поменять А государство. к нему где-то 70 подзаконных нормативно-правовых актов, Ясно. всякие законы АЧС. В общем, Давайте к реальности. утопия, Всё-таки что к лету, это утопия думать, что это все вернется. Это уже не вернется. Хотя это была очень хорошая система. Мы в этой системе работали. Да, это система, Да, мы в этой системе работали, но, к сожалению, вот за эти 30 лет с тех, как прошла эта система с 90-го года, всю эту систему, все поставили с ног на голову. Почему мы платим другим регионам? Вот лесопожарный центр Красноярский, говорите, да, если он даже здесь будет, и может тоже будем платить. Так же, Устан Иванович? Потому что дело в чем? Переданные полномочия. Раньше как было? Одна система, да, а тут переданные полномочия. То есть республике Саха-Якутия вот 2 миллиарда, Приморскому краю 800, там, кому-то 700, кому-то еще миллиард, да. То есть все деньги уже в бюджете, в государственном бюджете Российской Федерации уже прописаны. И, естественно, если с того региона кто-то приезжает здесь работать, это получается чужой карман, и ты им оплачиваешь вот этот карман. доработка. Точно так же наши, если поедут работать, вдруг дождливый год будет, наши же тоже ездили. Были же года, 2-3 года назад, когда наши парашютисты ездили в другие регионы. Им тоже те регионы платили. Это разные карманы. Как будто я вот в чужую семью пошла, там стала им окна мыть, полы мыть, и за это деньги попросила. Вот типа этого. А раньше карман был единый. Поэтому и переброска была. Поэтому сюда приезжали и другие, и мы ездили в другие регионы, и тушение. А сейчас карманы разные. А это по всей России, если только поменяется. Тогда как вот, Джулстан, можно вопрос задать? Если у нас дождливое лето будет, там ни одного пожара не будет и так далее, тогда вам придется эти вот деньги, которые вам выделили-то, сколько-то там, где-то записывал, да, ну, сколько-то. Нет, они остаются экономными. Они куда уйдут-то? Обратно Они вернутся в бюджет? Или вы можете... Нет, они будут доп. Соглашения заключать и это перенаправлять на другие цели, наверное. В подведах останутся. Подведах У нас, останутся. Никита Михайлович, территория огромная, и не бывало такого, что там... Чтобы они пожаров. оставались. Нет, я говорю вдруг. Я это гипотетически допускаю. Остается, других остается. Сезоны, это, ну, не знаю, там 100 пожаров, 150 пожаров, это уже не горимый сезон получается. Схема В прошлом такая, году Никита, а здесь Сколько? получается, 1500 пожаров было, из которых мы, условно, там 560-570 пожаров где-то тушили. вот, Вот, допустим, поэтому И тогда оно останется и перейдет на другой год, да? Или Николай как? Иванович, здесь схема такая, да, в прошлом году, допустим, вот Амурская область, там Забайкальский край, у них, ну, были наводнения, да, пожаров практически не было. И вот эти средства, они, которые, да, были ранее доведены на тушение лесных пожаров, они вернулись обратно в Россельхоз. И мы, соответственно, из этих вот средств мы получили, вот, из нераспределенного фонда Россельхоза вот дополнительное финансирование летом. То есть, получается, они довели до Россельхоза, мы с них взяли вот эти средства, сэкономленные. Такая же схема тоже, допустим, у нас может быть. Мы возвращаем, другим субъектам уже там направляется. А Красноярский край может не гореть, потому что там все сгорело. Такое тоже бывает. Коллеги, Мой давайте прогноз примерно- такой. В конце, ну, Давайте наверное, время уже- подытожим, наверное, да? В том числе, Да, да. ну, давайте я свой прогноз скажу в лесопожарной обстановке на следующий год. У нас же бывает 2-3 года жарких, потом дождливые годы, да, и нужно смотреть, ну, не знаю, я права, не права, но у меня был свой такой внутренний, ну, всегда, когда я работала. Если ноябрь холодный, то май будет жаркий. Значит, в мае начнем гореть сразу, смотря какой был ноябрь. Если начало ноября было чуть теплее, чем средние, то, может, начало мая будет такое. А потом, как стало холоднее, значит, май будет и горимый, жаркий, да. Но декабрь всегда соответствует июню. Если декабрь очень холодный, то июнь будет жаркий. Январь соответствует июлю, февраль соответствует августу, март соответствует сентябрю.
То Поняли? есть все время гореть будем, я правильно понял? Нет, почему? Вот, например, январь же, конец января был теплый относительно. Значит, конец июля будет холодный. Холодный. Да. Чем холоднее зима, тем жарче лето. Ну, на такой оптимистической ноте, Ага, наверное, Олег, Поэтому на следующий год мы надеемся, что горимость, я думаю, нынче зима не Олег, такая холодная же, Олег, как давайте еще вот пусть пару слов скажут Жилстан Иванович, Сергей Гаврилович и Сахамин Миланович о том все-таки вот на каком уровне сейчас подготовка к пожароопасному сезону. И вот в конце еще Елена Тихонова хотела пару слов сказать. Да, я кратко, быстро, наверное, Мгм. скажу. Да, Сейчас буквально как пару раз слов. вот, идет набор людей. Вот по Якутск ресурсу уже с марта вот начинается. По Велесохране у нас уже вот набор идет там. Буквально вот сегодня 103, почти 130 человек, по-моему, уже набраны, да, уже изданы приказы. Остальная группа проходит медосмотр, и, соответственно, параллельно идет обучение их. Есть у нас учебный центр при Велесохране, там 40 человек проходит обучение. И в этом году, ну и техника у нас как бы уже идет распределение по районам и так далее. И, кстати, вот у нас в этом году мы открываем 3 новых авиаотделения. Это Верхнеколымский район, Улус, поселок Зырянки, Аймяконский, Улус, село Томтор и Тампонском, в Хандыге, да, самой. 3 авиаотделения, и будет еще усиление в городе Ленске авиаотделения. Тому, ну, в среднем у нас 18 авиаотделений и 22 филиала Якутск-ресурса. В среднем где-то вот, ну, в зависимости от района, опять же, ну, в среднем 10 человек будет в районах увеличения численности. Отдельно по филиалу Якутск-ресурсу и по авиаотделению. И в этом году, конечно, мы будем вот, основной упор делать на профилактику, на весеннее вот, усиление. Сейчас мы разработали проект приказа и совместно вот с правоохранительными органами, с тем же МВД, с МЧС будем усиливать контрольно-надзорные мероприятия в целях вот, недопущения этих несоблюдения вот, требований пожарной безопасности, да, опасности в лесах. И упор вот на, ну, как бы на пропаганду, информационно-разъяснительную работу, это будет усилено. Тем самым мы попытаемся ну, снизить либо вообще как бы исключить антропогенный фактор. Но мы знаем, что май, июнь, начало июня – это в основном антропогенный фактор. И, соответственно, очень много как бы, прецедентов, где вот ну, те же сельхозпалы, те же там неосторожное обращение с огнем и так далее. Как бы. Поэтому этот фактор мы должны минимизировать, либо вообще исключить. Потом уже второй этап – это сразу оперативное реагирование по лесным пожарам ну, как бы в первые сутки, скажем. То есть сразу на начальном этапе будем ликвидировать возникшие пожары на охраняемой территории. И в этом году вот по зонам контроля у нас будет уменьшение, соответственно, увеличение охраняемой территории порядка 10 миллионов гектар. Уже эта схема разработана, как раз вот на днях будем уже согласовывать его. Ну, это было в рамках поручений вот, федерального министра природных ресурсов Козлова. Спасибо. Кратко так. Жилстан, вам слово. Ну, большая благодарность вот, экспертному клубу, что такую большую проблематику вот уже второй год подряд высвечиваете. Ну, с нашей стороны мы, как я уже говорил, 371 человек дополнительно набираем. Финансирование определено. Часть республиканского бюджета, часть федерального бюджета. С 1 марта мы должны их всех набрать. Сейчас подготовительная работа ведется.
По республике у нас вот 22 филиала постоянных, да, из которых 3 усиленных. Это лесопожарные станции 3-го типа. Это в городе Якутске, в Молданском районе и в Алекинском районе. И плюс мы вот дополнительно 3 филиала хотим усилить, да, вот посредством того, что там людей дополнить, техники там, как опорные, да, там кустовые. Это в Татинском районе, это в Верхневлюйском районе у нас вот, усиление должно произойти, и в Горном районе. Вот. И всего у нашего ПС 3-го типа должно, как бы по факту, 6 быть. Вот. Ну и технику за 3 года мы, конечно же, приобрели. Благодарность большая вот и Сахамину Милановичу, он тогда министром был, правительству. У нас проект «Экология» действует, работает. Хотелось бы, чтобы он еще продолжал работать, действовать, да, чтобы мы до конца довели вот эту работу и 100% до норматива довели. Вот. И благодаря этой программе у нас очень за 3 года более 120 единиц техники мы закупили, ну, начиная от квадроциклов, заканчивая там тракторами, бульдозерами. Вот. И по нормативу у нас там порядка 90% сейчас оснащенность. Вот. Поэтому с учетом вот, дополнительной штатной численности техники мы должны, обычно мы 22 филиала и сезон до 43 доводим. А сейчас будет уже 43 филиала постоянных. То есть на севере у нас уже присутствие будет круглогодичное, и в других районах тоже у нас вот, то, что мы временные открывали, сейчас будет постоянное уже. Поэтому работа ведется, и это совместная работа, не только там Министерство ГАУ Якутия-Ресурс, а очень большая работа проведена правительством по изменению вот этого методика распределения субвенций, да, вот то, что мы говорим, что там 4 рубля на гектар было, потом 6 рублей на гектар было, сейчас по республике более 10 рублей уже стало на самом деле, да, там 12 или 13 рублей, я сейчас не могу сказать, но если на гектар посчитать, то сумма, да, достаточно большая стала. Но опять же, на тушение лесных пожаров этой суммы, конечно же, не хватает. Поэтому наша задача, конечно же, в этом году это тушить лесные пожары очень оперативно на малых площадях. То есть зачатки их находить быстро и как бы тушить совместными силами. Это авиалесохрана. У нас федеральная структура здесь есть, подразделение ФУБО авиалесохрана, пока 60 человек, да, ну и наши силы. Вот. Мы вот сообща очень хорошо друг с другом работаем, вот, и вот этими усилиями должны зачатки прямо на малых площадях оперативно тушить лесные пожары, чтобы у нас и затрат было меньше, и площадь не увеличилась. Задача стоит на очень высоком уровне в сравнении с прошлым годом общую площадь лесных пожаров уменьшить на 50%. И это оценка эффективности деятельности главы региона даже вот это уже поставили. Поэтому очень большая ответственность на нас всех. Большое спасибо, Олег. Большое спасибо Игорю Савинову, Лене Тихоновой. Мы в прошлом году очень хорошо отработали по освещению тушения лесных пожаров. Корреспонденты со мной ездили и на пожары. И Лена, ты слышишь нас? Может, ты прокомментируешь? Большая благодарность. Большое спасибо, большое спасибо. Это Лена Тихонова. Очень рада всех вас видеть, и оказывается, тогда, если считать, что май уже будет, таким теплым, жарким, всего 2 месяца, февраль-то уже завершается же, да, всего 2 месяца осталось до активной фазы работы вашей, да, поэтому еще раз огромное вам спасибо, то, что мы сегодня все встретились. И напомню, что мы 14 февраля выезжали вот вместе с представителями, ветеранами отрасли и с Ульяной Алексеевной Винокуровой в село Чурапча на судебное Николая Лукина, да, перенесли на 28 февраля.
Вот, постараемся тоже выехать, если получится, кто-то из нас, или я, или Дмитрий, или мы решим. Вот, и очень хорошо, что мы, журналисты, вместе с вами вот встречаемся время от времени, общаемся и в личке, и в группах, и посредством социальных сетей, на выезды. Выезжаем, это позволяет нам погружаться в тему, то есть не перескакивать нам, не забывать о теме, а больше как бы изучать ее и знакомиться с экспертами, с профессионалами отрасли. Поэтому огромное спасибо еще раз и до новых встреч. И сегодня вот я, хоть и без видео, но зато постаралась в нашем телеграм-канале редакционном в якутии.ру, ну, небольшое такое подобие текстового эфира сделать, наиболее яркие цитаты. Ну, как и всегда, я вам всем ссылки постараюсь отправить, но их очень много, я, наверное, общий адрес отправлю. Хорошо, большое спасибо, до новых встреч. Хамин Миланович, а вот Да, Олег, можно я вас попросить? пару слов скажу. Ну, большое спасибо всем участникам за то, что вот достаточно открыто высказали свое мнение, предложения, которые, конечно, пойдут на пользу. Здесь сидят все опытные организаторы лесного хозяйства и, конечно, выводы умеют делать. И то, что в этом году увеличилось финансирование, это, конечно, всеобщая победа. Но вопросы они есть и будут, да? Я на чем хотел остановиться? Информационную войну, освещение все-таки мы проигрываем. Ведь умы людей, они формируются в социальных сетях, в WhatsApp-группах и так далее. И без профессионального журналистского поддержки, да, журналистской поддержки, объективно освещать те процессы, которые происходят летом, очень тяжело. А общество начинает тревожиться, когда дым проходит в долину Туймада. Когда дым стоит в городе Якутске в июле-августе месяце, все начинают понимать, что где-то идут пожары. А когда дыма в городе Якутске нет, в долине Туймада, обществу как бы не до пожаров. Это далеко и нас не волнует. А вот когда дым заходит, начинаем кричать СОС, обращаться к мировым звездам, писать в WhatsApp, интернет, Инстаграм-группах, всякое разное, да. Поэтому мое предложение. В этом году необходимо, чтобы группа блогеров, журналистов работала, как в прошлом году. Некий информационный штаб, неформальный, должен быть, который бы освещал с мест события и как работают лесопожарные системы, как работают люди изнутри. Вот прошлогодний опыт был очень хорош, когда вот журналисты экспертного клуба в Якутии.ру выезжали на места и из мест делали репортажи. Эти репортажи снимали множество вопросов, которые возникали в обществе. Вот такие репортажи нужны. И этот информационный штаб в этом году, аналогично вот прошлого года, должен работать. Понятно, официальные СМИ подают официальную сводку сухую, но она никого не интересует. Людям нужно вот живое освещение всего процесса. Сергею Гавриловичу Сивцеву я бы попросил обратиться с ходатайством в администрацию главы и правительства Республики Саха-Якутия, чтобы ежегодно предусматривали грант на информационное сопровождение и освещение лесных пожаров в Республике Саха-Якутия. А именно для неформальных журналистов, для блогеров, для читаемых блогеров и интернет-СМИ. Сухие сводки они будут, они были и будут. А надо вот как раз вот вживую показывать, как работают наши ребята, как работают на пожарах, какой это непростой труд. Спасибо всем. Спасибо, спасибо. Ну, коллеги, будем завершать, да? Или, Игорь, у тебя Да, есть слово? конечно, уже 2 часа.
Огромное спасибо за участие. Ага. Мы постараемся- Олег, можно я тоже как это Да, в конце хорошо, скажу, хорошо, как спасибо. прогноз тоже От немножко вас прогноз успокоить ждем. и Дилустана Ивановича, и Сергея Гавриловича. Но думаю, что вот те, которые этим летом горели улусы, они гореть не будут. Все пойдет, наверное, в сторону те улуса, которые как раз не были. Это Верхоянский, там Оленевский может загореться. То есть на них больше внимания обратить. Но я говорю из того опыта, что в 2002 году тоже вокруг города Якутска все и горные, и хангаласские, и намские улусы, они чуть ли не дотла сгорели. Ну, лес, а не деревни, правда, дед. И все нормально, все восстановилось через 20 лет, и опять загорелось. Так что вот Ну, так, это- на такой оптимистической ноте, что долину Туймаду, возможно, не затянет дымом этим летом, мы будем, хотел бы закончить. И пожелать, конечно, да, вот это, как его, Сергею Гавриловичу, Дилустану Ивановичу успехов в их работе. Очень трудный такой, и которые вот, ну, обществом, когда что-нибудь случается, неблагодарная работа, дед. Все равно когда-то лес гореть будет, и будет гореть он, хоть что делай, из него, чтобы не было ни одного лета не будет, который где-нибудь пожар бы и не был, дед. Чтобы им мужество, спокойствие, и железных нервов, чтобы это все выстоять, дед. Вот Саргалана Поликарповна это знает, она через все это тоже прошла, дед. Так же, Да, еще Саргалана Поликарповна. Ну, я в конце хочу сказать, Большое что спасибо. Да, вот пару слов. Надо поднимать престиж лесовода. Престиж профессии лесовода. Сейчас, вот как Сергей Гаврилович сказал, кто только нас, все командиры над лесниками, лесоводами. Ага. И этот престиж нужно поднимать, начиная от мер социальной защиты, от увеличения заработной платы. Ну, не делай это, когда здоровые мужчины, которые все лето работают на таком тяжелом физическом труде и получают такие мизерную работу. Человек должен чувствовать на пожаре себя уверенно. Он не должен бояться ничего. Он как на фронте должен быть. Ага. И он не должен знать, что я вот сейчас приму это решение, а завтра меня посадят там на скамью подсудимых. Да? То есть он должен знать, что я принимаю решение, и оно является правильным. Только тогда у нас будет дело. Если у нас каждый руководитель тушения лесного пожара, а этим летом это будет бояться, и каждое свое действие звонить там вплоть до министерства, скажите, можно я так сделаю, можно так сделаю. Это будет потеря времени ценой в сутки. Пока будет согласовывать с оперативным штабом, сельским, районным, республиканским, пока от них не получит добро, будет всеобщая вот такая боязнь. Вот это психологический момент надо учесть, и его надо как-то преодолевать. Ну, не знаю, это тяжело как преодолевать, но все, и вот общественную палату я прошу, и других общественных организаций, и журналистов, хотя бы вот престиж профессии нужно поднимать. Спасибо, Еще спасибо. можно маленькую реплику. Ну, коротко, Михаил Михайлович. Да, Сахалин Михайлович знает, что я нахожусь порой на самом острие WhatsApp-групп, в том числе антисахаминовских, можно считать. И я его частенько гружу вопросами, которые там задаются. У меня большая просьба, Сергей Гаврилович, теперь эту миссию надо перегрузить на вас. Поэтому я вам буду высылать. Большая просьба анализировать, выбрасывать достоверную информацию, чтобы я просвещал эту очень важную группу WhatsApp. Я не буду говорить, кто там сидят. Там есть очень много людей, которые тоже представляют общественное мнение. В том числе и диванные, и все, и всякие разные. Но приходится быть. Поэтому прошу помощи. Я думаю, она вам будет полезна. Спасибо. Всё, до свидания. Спасибо всем за интересный Спасибо. разговор. Завершаем, да, Игорь? Да, спасибо. Ага. Все, спасибо за внимание. Да, Думаю, спасибо. что мы еще не прощаемся, когда более-менее, наверное, в конце марта или чуть ближе, более серьезным, наверное, уже практическим делам, опять, надеюсь, встретимся. До скорой встречи. С вами был экспертный клуб, журналист Олег Желнин. До свидания. До До свидания. свидания.